Дети, не достигшие совершеннолетия, должны быть вне политики. По закону они не имеют права принимать участие в демонстрациях или пикетах. Использовать детей в своих политических целях неправомерно. Так обозначил свою позицию по отношению к несанкционированным акциям в защиту Навального сыктывкарский блогер Никита Чернов. По словам представителя молодежи, школьники в силу своего юного возраста еще не имеют четкого представления, чем занимается оппозиция, не понимают ответственности, которую несут за распространение видеороликов и публикаций оппозиционеров в соцсетях. Я имею свою позицию исключительную, которая мне не навязывается ни властью, ни оппозицией. Я хочу сам выбирать и сам решать, что я считаю правильным, а что считаю ложью. И если я чему-то не доверяю, в чем-то не уверен, зачем мне приходить туда и высказывать мнение, которое пытают навязать? Напомним, Навальный был задержан в аэропорту Шереметьево, когда возвращался из Германии. По данным ФСИН, представитель оппозиции, будучи условно осужденным, многократно нарушал испытательный срок. Еще в 2014 году Навальный был приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы со штрафом в 500 тысяч рублей за совершение мошеннических действий и легализацию денежных средств, приобретенных преступным путем. Ему дали условный срок на 5 лет, а 3 года назад продлили еще на 1. Но испытательный срок политик систематически нарушал, за что и был арестован до 15 февраля.